Доброе утро. Вот что хочется сказать, как всегда, в 7:00 на телеканале Якутия-24. Пожелать вам отличного дня, потому что это программа «Утро Якутии». Дарья Анкехова, Павел Танин. Мы вновь рады приветствовать всех, кто начинает свой день вместе с нами. Тем более сегодня день первых, я бы сказал. Сегодня 1 декабря, первый день зимы, первый день недели. Ну и, конечно, мы самые первые утренние ведущие в утренней программе «Утро Якутии». Ну и, конечно же, знаете, хороший день. Я не знаю, почему 1 декабря ощущается как праздник. Ну, у каждого по-разному, наверное, но тем не менее есть повод всегда порадоваться. Ну а в целом, зима, конечно, время на любителя. Но всем ее природа посылает. А было бы так, зима лишь для ценителей, а остальным природа лето оставляет. Но сказки ждать, увы, нам не приходится. Мороз крепчает, шубы доставайте. Зима порой у нас 5 месяцев находится. Вы лучше к холодам скорее привыкайте. Вот такими стихами мы сегодняшний день начнем. Ну и повод, конечно же, есть, потому что будем, наверное, много в течение месяца про зиму и про одно важное событие зимы. Конечно же, мы и стихи читать, и рассказывать, и показывать, и готовиться к этому событию. Ну а тем временем, раз уж мы заговорили про праздники, сегодня достаточно насыщенный день в культурной программе нашей столицы. Сегодня в нашей столице, как я уже сказала, состоится главное событие ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии». Это зажжение огней на главной новогодней елке республики. Торжественная церемония пройдет на площади республики и начнется в 16:00. Сбор гостей и начало праздничного представления ожидается в 15:30. Ну и в этот же день в 17:00 на площади Орджоникидзе засияет новогодняя елка города Якутска. Гостей приглашают на праздничную программу уже с 16:30. Параллельно в столице развернется насыщенная культурная программа. С 16:00 до 19:00 во Дворце детского творчества имени Авдеевой пройдет 13-й международный фестиваль-конкурс «Бриллиантовые нотки». В 17:10 праздничное настроение продолжит традиционное шествие автоколонны предприятий Якутска. Колонна отправится от площади Орджоникидзе и проследует до площади Дружбы. Завершит праздничный день вечерний концерт «Зима начинается с Якутии», который состоится в 19:00 в Театре эстрады имени Платонова. То есть очень много семей в этот день успевают побывать на одной площади, потом на другой, потом сбегать, посмотреть на автоколонну и завершить все праздничным концертом. По большей части там все просто по прямой надо пройти. По прямой. Ну а в целом фестиваль «Зима начинается с Якутии» проводится в республике с 2011 года и посвящен он, конечно же, зиме, затем уже вечной мерзлоте, северному гостеприимству и уникальным культурным традициям региона. В 2025 году фестиваль проходит с 22 ноября по 6 декабря и включает 3 ключевых событий. Это бриллианты Якутии, вкус Якутии и строганина, а также 30 дополнительных мероприятий в Якутске и улусах республики. Все именно так и происходит. Ну вот еще одна новость. Сегодня в 10 часов утра на территории Якутии будет проведена комплексная проверка системы оповещения населения. Об этом предупредили в Министерстве по делам гражданской обороны республики. Планируется задействовать электросирены и громкоговоритель для подачи сигнала «Внимание всем». Также будет произведено кратковременное прерывание вещания теле- и радиоэфиров для трансляции информационных сообщений. Жители и гостей Якутии просят сохранять спокойствие и предупредить о предстоящей проверке своих родных и близких. В ведомстве также напомнили, что при получении сигнала необходимо просмотреть сообщения в эфире телеканалов или прослушать их по радио для получения дальнейших инструкций. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира является плановым. Так, то есть с утра немножечко взбодримся, затем... А потом пойдем праздновать, праздновать все эти праздники и так далее. Но остается открытым один вопрос. А вот в каком состоянии мы будем праздновать в плане того, как одеваться, что сегодня на улице происходит? Давайте узнаем, какая же у нас погода за окном. Температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 42 градуса. В заречной группе 30-39 со знаком минус. В южных 30-32 ниже 0, в Вилюйской группе до 43 градусов мороза. В Нижнеленских 40-45 со знаком минус. В западных районах минус 43, в Колыме-Дигирской группе улусов 38 градусов мороза. В Янских 39-47 со знаком минус. На северо-западе ожидается до 44 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 34 градуса. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер западный 2,5 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 32 градусов. Ну вот в такой погоде будем встречать зиму.
Ну, в принципе, Зимняя погода. мне кажется, не совсем уж холодно. Потеплее одеваемся, выходим на центральные улицы нашего города сегодня и встречаем вот такое знаковое событие, как 1 декабря в нашей республике. Да, и начинаем фактически обратный отсчет до Нового года. Кстати, про обратный отсчет до Нового года чуть позже мы поговорим. Ну, а пока у нас что? Наши коллеги из информационной службы очень хотят рассказать о последних новостях. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. С 1 января следующего года изменится порядок учета доходов при назначении единого пособия. Согласно новому постановлению правительства России, единовременные корпоративные выплаты при рождении ребенка больше не будут включаться в доход семьи. Изменения коснутся и правила нулевого дохода. Минимальный заработок для родителей без объективных причин отсутствия занятости увеличится до 8 год за 12 месяцев, а больничные будут учитываться как трудовые доходы. В Якутии прошел 11-й ежегодный географический диктант, который традиционно с 2015 года привлекает участников самых разных возрастов. В этом году центральной площадкой акции, приуроченной ко Дню Хомуса, стал музей и центр хомуса народов мира. Диктант проводился одновременно в очном и дистанционном форматах, что позволило присоединиться жителям из всех уголков республики. Участникам предлагалось ответить на 30 тестовых вопросов в течение 1 часа. При этом задания требовали не только энциклопедических знаний, но и логического мышления. Тематика диктанта ежегодно меняется, охватывая широкий спектр географических фактов. Вот мы были на съезде Русского географического общества в Москве, где в своей речи Владимир Владимирович Путин и Сергей Кужугетович Шойгу, президент общества, отметили, что география, так же как и история, как и культура, является очень важным нашим наследием, природное наследие. И вот география, она как раз-таки объединяет все вот эти, так сказать, большие и важные наши скрепы, можно сказать, да, вот в одной общности. В Театре народов Севера идут финальные репетиции нового детского спектакля под названием «Снежное пророчество». В постановке задействованы как профессиональные артисты театра, так и юные воспитанники студии «Маска» в возрасте от 5 до 16 лет. Работа над сценарием началась еще весной этого года. На репетициях артисты оттачивают не только движения, но и реплики, ведь для многих детей это первый опыт полноценной роли на большой сцене. Особое внимание уделяется танцевальной режиссуре. Параллельно с отработкой актерского мастерства ведется работа над дикцией и артикуляцией, а также тщательная проверка костюмов, реквизита и музыкального сопровождения. Зрители смогут полностью погрузиться в волшебный мир уже 4 декабря, когда состоится премьера. Мы показываем боль и девочки, которая наслала проклятие на снег и пургу, и про девочку, которая хочет спасти свою маму и папу. В этом спектакле мы показываем не только борьбу, препятствия, да, но и показываем отношения. Отношения дружеские, отношения ребенка с родителями, отношения с природой, что является очень важным, да, для нашей Родины. 1 декабря в Якутске пройдут торжественные мероприятия по зажжению огней на главных новогодних елках. В 16:00 на площади Республики, а в 17:00 на площади Орджоникидзе. Параллельно в городе развернется насыщенная культурная программа. Во Дворце детского творчества пройдет 13-й международный фестиваль-конкурс «Бриллиантовые нотки». В 17:00 стартует традиционное шествие автоколонны предприятия Якутска от площади Орджоникидзе. Завершит день вечерний концерт «Зима начинается с Якутии» в театре эстрады. Зажжение огней состоится в рамках ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии».
Также жители Мирного приглашают встретить зиму и погрузиться в новогоднюю атмосферу. 1 декабря на площади Ленина состоится торжественное зажжение главной новогодней елки, которая даст старт череде праздничных событий. В программе запланировано включение праздничной иллюминации, выступления местных артистов и теплые слова представителей администрации. Мероприятие проходит в рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Заряженный праздничным настроением эфир будет доступен в приложении «Алмазного края». И мы продолжаем наш утренний эфир. И сейчас поговорим об одном очень крупном мероприятии, которое уже завершилось, но обсудить есть что. Да. Четвертый федеральный форум «Цифровой алмаз», который прошел с 27 по 29 ноября в столице Якутии, собрал свыше 4000 участников из регионов России и зарубежья. Это ключевое событие года по теме «Связь, которая объединяет будущее». Стало оно платформой для демонстрации прорывов в искусственном интеллекте, телекоммуникациях, беспилотных системах, кибербезопасности и цифровизации Арктики. Состоялось более 100 мероприятий, включая пленарные сессии, панели и шоу-кейсы. Об итогах форума мы поговорим сегодня с Петром Гоголевым, директором по креативным индустриям корпорации развития Якутии. Доброе утро, Петр, доброе. Доброе утро. Давайте поговорим о том, что вот было уже затронуто, да, что 100 различных мероприятий. Всех мы их, конечно, охватить не можем, но в целом, как все прошло и какие итоги можно подвести? Да, все прошло замечательно. Я был на всех цифровых алмазах. Этот действительно очень сильно запомнился. Тем, что вот я подчеркну несколько моментов. Один из них, вот как раз говорили про Арктику, был запущен федеральный проект «Синергия Арктики», где, в рамках которого будет проведен линии ВОЛС, то есть интернета высокоскоростного, который у нас в основном-то везде есть, но в Арктике его нет. И там будет подключено более 60 населенных пунктов. Действительно, потому что высокоскоростной интернет сейчас это базовый минимум, который у нас должен быть для того, чтобы оплачивать банковскими картами. Там в Арктике же в некоторых населенных пунктах, чтобы расплатиться, они едут сначала в районный центр, снимают деньги наличными, а потом расплачиваются. Поэтому это очень важный проект, который будет соединен еще с Чукоткой. Также я бы хотел выделить очень такую тоже интересную тему. Это беспилотные системы. Был открыт такой центр научный. В него от Минпромторга Якутия выиграла, можно сказать, инвестиции в 550 миллионов рублей, и в рамках этого построен. Вот зачем нам беспилотные системы? Это, знаете, уже тоже будет, я думаю, в будущем базовый минимум, когда, предположим, вы можете заказать какой-то товар, и он к вам прилетает на дронопорт, вы забираете его вместо курьеров, или, это действительно касается, может, тех же арктических районов, чтобы доставить туда скажем, какие-то лекарства, если у нас там уже река встала, то это очень нужно, мне кажется, очень интересно будет. В том числе не только пиццу можно заказать, но и важные продукты. Это очень необходимо. То есть достаточно глобальные проекты, да, и вот вы говорите в скором времени. А есть ли какие-то определенные сроки? Потому что, можно поговорить об этом и условно там лет на 20 забыть. Да, тут абсолютно все это уже не забыто, потому что вот тот же проект «Синергия Арктики», он планируется уже реализоваться к 2028 году. А Центр беспилотных авиасистем, он уже все открыт, ребята уже начинают работать, и тут уже надо работать с инфраструктурой. Например, чтобы наши строители, строя дома, уже планировали, чтобы у них на крыше был такой дронопорт. Ты поднимаешься на лифте наверх, дрон подлетает, ты забираешь свой товар, например, уходишь. Это будет уже скоро реализовано. Это вот мы сейчас поговорили о таких крупных, фактически федеральных проектах, а при этом во время форума были и площадки, где молодые люди могли заявить о себе, там стартапы различные. Что удалось лично посмотреть, на что внимание обратить, запомнить? Да, получается, это был третий день форума, 29 ноября. Можно сказать, такой молодежный день. Мы его назвали «Цифровой алмаз. Код будущего». То есть, если у нас, мы говорили 2 дня до этого, 27-28 ноября, именно о связи, центрах обработки данных, как вся эта инфраструктура будет работать. А результатом-то всего этого является то, что люди могут что-то создавать из Якутии, показывать во всем мире. И это касается наших стартапов, видеоигр, кино, все, что мы можем производить. Больше всего из стартапов, если говорить запомнилось, я был ведущим на одном из них, и в целом у нас, я работаю также в группе компаний нашей корпорации, есть фонд развития инноваций, венчурной компании Якутии, который проводит акселератор B8. И он всегда проходит для стартапов, где в течение 2 месяцев мы их обучаем, как масштабировать, как увеличить свой
IT-стартап, как сделать так, чтобы он вышел, и особенно это был посвящен, как ему выйти за пределы Якутии, выйти за пределы страны. И самое интересное из них вот такие выиграл один спецприз, Frozen Pets называется, где ты в рамках режима онлайн в приюте для бездомных животных можешь выбрать, положим, животную, собаку, да, и оплачиваешь, и ей дополнительный такой бонус дают, не знаю, там дополнительную еду. Есть, выиграли те, кто победители, они выиграли по 1,5 миллиона рублей, чтобы свой проект развивать дальше и чтобы выходить за пределы. Например, есть проект FinFast. Это так, знаете, для предпринимателей, которые, знаете, оплачивают там дорогие услуги, там финансовые, там все собрано в одном месте показано, где у меня доход, где у меня неправильно что-то, я смотрю по всем цифрам, очень понятно. Такой же есть проект DocIlex, он тоже для предпринимателей, для того, чтобы у тебя легкая, понятная была вся юридическая часть. Знаете, вот со всеми технологиями жизнь должна, наоборот, упрощаться. И вот то же самое для предпринимателя, она упрощается. Петр, вот вы сказали, затронули уже тему про видеоигры, и это отдельный такой блок, который всегда вызывает очень много интереса, особенно у молодежи, да, сейчас. Вот что здесь нового произойдет уже, возможно, в 2026 году? Я сам пришел, наверное, как и вы, тоже был журналистом, потом работал в компании Майтона много лет, и сейчас развиваю тоже видеоигры здесь у нас. И у нас, знаете, очень много компаний, которые создают видеоигры, они небольшие, не такие крупные, как Майтона, но там работают люди, которые раньше работали, ветераны индустрии. И у нас больше 15-20 таких студий, и вот у нас на цифровом алмазе некоторые из них представили свои продукты. Например, наше издательство, которое наша компания создала, новая игра «Плюс», там 2 игры мы представили, одна из них называется «Харам Ран». Она происходит в Якутии нулевых годов. И я надеюсь, мы сможем даже там использовать песню вашего коллеги Руслана Ачирова, одну самую известную. Единственную, я бы сказала, да? Это будет высшая награда для парней из квартала, я считаю. Да-да-да. Абсолютно верно. И она рассказывает, знаете, наши страшные сказки через видеоигру. Есть также игра «Умай», она больше рассказывается про духов наших, про нашу природу, как мы, вот как раз у нас 1 декабря день зимы, а там, как из зимы, мы переходим в весну. Есть также презентована очень классная игра, это игра «Кандыкан», возможно, это по знаменитой сказке нашей. Илан Попова ее тоже автор, и ребята тоже бывшие майтоновцы ее создают. Она выйдет тоже через 2 года. А вот 2 игры до этого, которые я говорил, они выйдут уже в марте 2026 года, можно будет их приобрести. Так что с видеоиграми у нас довольно все круто. Круто. Еще один, да, этот аспект грани креативного и созданческого в плане развлечения, это, конечно же, кино, анимация и так далее. Что-нибудь объявляли, какие-то новинки нам стоит ждать? Да, наверное, тоже из таких больших новостей, если там Синергия Арктики есть, там бесплатные системы. Вот, что самое классное, ну, вот лично по моей профессии креативной индустрии, это у нас появится в 2026 году фонд кино Якутии, фонд кино и анимации. Это внебюджетные деньги, которые мы сможем выделять нашим кинопроизводителям на этапах, знаете, постпродакшена, чтобы улучшать фильм, чтобы он классно смотрелся на мировой арене. И на маркетинг, чтобы, знаете, наше кино уже добилось какого-то потолка. Ну, там максимум они могут... Сейчас у нас зритель весь всегда поддерживает, там, 50 миллионов мы соберем. Но надо выходить на другие регионы, в мир выходить. И это будет как раз и задача нашего фонда кино — выйти за пределы. Мы планируем создать продюсерский центр, который будет как раз их юридически сопровождать, финансово, и как раз продюсировать их фильмы. Ну, то есть планов очень много, но самое главное, что есть уже ближайшие, да, вот, которые вот-вот уже в следующем году должны реализоваться. Значит, все не зря. Значит, цифровой алмаз работает, дает свои плоды. Ну и, конечно, это все в первую очередь во благо республики, ну а в целом во благо всего региона, ну и всей нашей страны. Ну, это, опять же, развитие талантов. Да? И пример, Возможности. что, да, если у тебя есть какое-то увлечение. Потому что такие индустрии, это все всегда начинается, как правило, с увлечения и развиваются уже вот такие крупные проекты. Спасибо большое за то, что посетили наш эфир. Мы желаем вам хорошего рабочего дня. Большое спасибо. Вот. Ну а цифровизация, да, она все глубже проникает в нашу жизнь, делая информацию и услуги более доступными и приближая исполнение заветных желаний на расстояние в несколько кликов.
Одновременно с развитием технологий модернизируются и способы мошенничества. Теперь для совершения кражи не обязательно выходить из дома, равно как и для того, чтобы у вас пропали деньги. Более того, подобные происшествия настолько уже на слуху, что уже как будто бы никого и не удивит. Да, но мы не перестаем предупреждать вас об этих опасностях. Мошенники, как правило, используют различные уловки для того, чтобы найти в человеке слабое место. Такой ахиллесовой пятой может оказаться не только страх получить уголовное наказание за госизмену, но и желание дополнительного заработка. Наша сегодняшняя героиня поверила в то, что общается с настоящими профессионалами своего дела, поэтому поверила. Сделала по ссылке звонок, мне ответили и сказали, что надо внести 10 тысяч для того, чтобы заработать на бирже много денег. Я, когда это дело сделала, через неделю захотела забрать обратно эти 10 тысяч. Мне сказали, что 10 тысяч эти забрать невозможно, потому что есть такое понятие, как кредитное плечо. И из-за этого на меня наложатся штрафные санкции в сумме 4 миллионов. Что я должна кого-то подключить, на кого вывести эти деньги. Я подключила дочку. Дочка взяла кредит, и получилось, что мы также его туда пустили. Когда пытались вывести, у нас не вышло ничего. Они сказали, что надо еще делать кому-то. Подключила сына. То же самое. Заставили взять кредит, мы уговорили взять кредит. Тоже туда же перевели деньги. Когда хотели вывести, опять ничего не получилось. Во избежание подобных ситуаций всегда нужно помнить о том, что гарантированного сверхдохода по инвестициям не существует. Это всегда риск. Обещают его только мошенники. Вообще мошенничество стало неким массовым бедствием в стране. Аферисты развелись как грибы после дождя абсолютно во всех сферах. Они придумывают все новые способы обмана доверчивых граждан. Существуют и псевдоюристы, которые обманным путем пытаются наживиться на консультациях. Но нашим зрителям повезло, ведь в нашей постоянной рубрике специалист всегда дает только достоверную и полезную информацию. Сегодня мы разберем ситуацию, в которой, мне кажется, побывал каждый из нас. Здравствуйте! Сегодня разберем важную тему, что делать, если в магазине вам продали некачественный товар и как вернуть свои деньги. Каждый из нас сталкивался с подобной ситуацией, и важно знать свои права, чтобы защитить себя. Давайте разберем пошагово, как действовать в рамках закона о защите прав потребителей. Во-первых, сохраните доказательства покупки. Сохранить чек или любое другое подтверждение покупки, например, выписку с банковской карты. Если чека нет, это не лишает вас права на возврат, но придется доказывать факт покупки другими способами. Это найти свидетелей, посмотреть записи с видеокамер. Во-вторых, определите недостатки товара. Некачественным считается товар, который не соответствует заявленным характеристикам, имеет дефекты или не может использоваться по назначению. В-третьих, обратитесь к продавцу. Согласно нормам закона о защите прав потребителей, вы имеете право потребовать замены на аналогичный товар, замены на такой же товар, но другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены, соразмерного уменьшения покупной цены, устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление, как потребителям или любым третьим лицом. Также вы имеете право потребовать возврата уплаченной суммы за товар. Для возврата денег важно обратиться к продавцу в течение гарантийного срока или в разумный срок. Обычно он составляет до 2 лет, если гарантия не установлена. Срок возврата денег, уплаченных за некачественный товар, составляет 10 дней со дня предъявления требования. Составьте письменную претензию в 2 экземплярах. Один остается у вас с отметкой о вручении. Если магазин отказывается выполнять требования, то вы имеете право обратиться или в Роспотребнадзор с жалобой, или подать иск в суд. По общему правилу, исковое заявление о возврате уплаченных за некачественный товар денежных средств подается мировому судье, если размер исковых требований не превышает 100 тысяч рублей. Если цена иска выше, то следует обращаться в районный суд. В случае удовлетворения судом ваших требований, которые не были выполнены продавцом добровольно, суд взыскивает с продавца в вашу пользу штраф в размере 50% присужденной в вашу пользу суммы. Знайте свои права.
Конечно, в современном мире от проблем и хлопот не убежать, но порой даже, например, новостная лента по утрам может повлиять на ваш день в целом. Вам может казаться абсолютно естественным желание проверять электронную почту, последние новости или ленту соцсетей с самого утра, но специалисты говорят, что такое поведение не приведет ни к чему хорошему. Исследования указывают, что между этим есть, конечно, связь. Но в первую очередь это переживание стрессового события и просмотр новостей, конечно, несут за собой некий такой отпечаток. Да, если новости вызывают стресс, рекомендуется ограничить их просмотр до 30 минут в середине дня и 30 минут вечером. Ну а мы предлагаем начинать свой день с зарядки. Тут уж точно будут одни плюсы. Всем доброе утро, меня зовут Елена Агаева, и сегодня мы сделаем с вами зарядку на все группы мышц. Итак, поехали. Начинаем разминать наши плечи, разминать наши ручки. Каждое упражнение мы выполняем по 1 минуте. Итак, следующее упражнение у нас поворот в сторону. Тоже тянемся, растягиваем наши плечи, разогреваем наши мышцы. Следующее упражнение у нас ручками бьем вниз и делаем захлест. Стараемся пяткой достать до попы. Это упражнение тоже выполняем 1 минуту. Следующее упражнение у нас круговые движения руками. Это упражнение тоже также делаем 1 минуту. Следующее упражнение у нас поднимание колен вперед. Разогреваем наши колени. Следующее упражнение у нас махи ногами в сторону. Все делаем медленно, красиво. Следующее упражнение у нас вращение бедрами в бок. Тоже это выполняем 1 минутку. Обязательно дышим, обязательно улыбаемся. Так, остановились, ручками потрясли, ножками потрясли. И теперь будем вставать на носки и поднимать руки через бок. Вдох, выдох. Вдох, выдох, носки, пятка, носки, пятка. Следующее упражнение у нас перекаты с ноги на ногу. Это упражнение также разогревает наши колени. Ручкой тянемся вниз, шея у нас продолжение спины. Также дышим, вдох, выдох, вдох, выдох. Остановились, ножки встряхнули. Итак, эту зарядку вы можете выполнять каждый день, чтобы быть здоровыми, красивыми и бодрыми. Всем пока-пока. Здорово, когда, начинаешь утро зарядки, мы всегда говорим, делайте зарядку, делайте. 21 день сделайте подряд, и привычка выработается у вас. Да. А потом будет Но все самое трудное это вот эти 21 день. Начинать нужно, наверное, А сейчас. на 10-м споткнулся, и все, начинать заново приходится. Не надо о плохом. Мы мотивируем людей с 1 декабря начать делать зарядку. Мы знаем, что у вас получится. Все верно. Да. И вновь возвращаясь к сегодняшней дате, праздники, любим мы праздники, без них никак. Конечно.
Ну и сегодня такой интересный праздник – День незваного гостя. Все мы любим, когда к нам в гости приходят друзья, родственники, сослуживцы, но только если об этом договорено заранее. А вот если гости нагрянули неожиданно, застав вас врасплох, то это может стать небольшой проблемой. Да, ведь у каждого из нас есть свои планы на ближайшее время, и пусть даже они далеко не наполеоновские, а всего лишь полежать в ванной, все равно их как-то нарушение вызывает раздражение. А иногда незваный гость может принести вам массу позитивных эмоций. В этом случае нужно вообще взять на заметку, что сегодня отличный день, и почему бы вечером не нагрянуть к кому-нибудь в гости, потому что есть, так сказать, оправдание. Сегодня праздник, День незваного гостя. Да, ну а чем еще этот день в календаре отмечен, узнаем далее. На календаре 1 декабря. Сегодня отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом, Всероссийский день хоккея, День математика в России, День невролога и Киберпонедельник. По народному календарю Платон и Роман – зимоуказатели. На Руси зимоуказателями Платона и Романа прозвали за то, что по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. Если в течение дня случалась перемена погоды, то это означало, что и в течение зимы будет перелом. При этом за погодой наблюдали целый день. Поутру судили о начале зимы, по полудню о середине, по вечеру о конце. Этот день в истории. 1945. Основана Международная демократическая федерация женщин. 1989. На Павловском автобусном заводе начался серийный выпуск самой массовой базовой модели завода автобуса ПАЗ-3205. 1996. Начал вещание телеканал СТС. 2005 год. По результатам референдума Коми-Пермяцкий автономный округ и Пермская область объединились в Пермский край. В этот день родились Георгий Жуков, советский военачальник, государственный деятель, маршал Советского Союза. Всеволод Бобров, советский футболист, хоккеист, тренер, олимпийский чемпион. Вуди Аллен, американский кинорежиссер, писатель, актер и продюсер. Геннадий Хазанов, советский российский артист эстрады, актер, народный артист РСФСР. Амаяк Акопян, советский российский артист эстрады, цирка и кино, иллюзионист. Гарик Сукачев, советский российский рок-музыкант, поэт, актер, режиссер и композитор. Именины сегодня отмечают Николай, Платон и Роман. Ну и вновь возвратимся к замечательной дате 1 декабря. Именно сегодня мы начнем... Отчет обратный. До чего? До него самого. И у нас появилась такая добрая традиция. Отныне каждый день в эфире мы будем открывать виртуальный адвент-календарь. Для чего? Ну, просто лишь для того, чтобы появилось уже новогоднее настроение. Соответственно, каждый день мы будем выполнять то или иное задание. Ну, либо здесь в студии, либо это у нас будет какой-то сюжет. Ну, конечно же, все будет связано с Новым годом. Да, и вот сегодня, собственно, вот какое задание нам выпало, как мы это узнаем. Давайте посмотрим. Ну что, сегодня такая небольшая загадка у нас в нашем первом квадратике. Давай. Его можно делить, но не резать ножом. В нем есть дольки удачи и есть кожура тайн. Что это? Делить, но не резать ножом. И кожура тайны. И да, по-любому связано с Новым годом. Ну, естественно. Естественно, это, конечно, мандарин. Все верно. Ну, в целом, конечно, ни для кого не секрет, что мандарин считают символом Нового года, да, и не только по внешнему виду, но еще и по аромату, да. Ну да, вот когда, да, даже когда летом, допустим, из ниоткуда у тебя появляются мандарины, ты слышишь этот запах, и сразу у тебя в голове уже елка где-то стоит, даже если на улице там плюс 30 градусов, и вообще глубочайшее лето идет. Ну вот почему у людей такие ассоциации, откуда к нам едут мандарины и как выбирать их. Ну и самое главное, как сохранить их как можно дольше, чтобы и к новогоднему столу они были ароматными и свежими. Ну и, в принципе, все рождественские праздники также радовали нас. Узнаем далее. Зимой, особенно нам, северянам, не хватает солнца, а ярко-оранжевые мандарины очень его напоминают.
А еще мандарины в буквальном смысле слова возвращают нас в детство и невольно заставляют улыбаться. Традиция же, каждый год покупаем на Новый год мандарины. Очень вкусные. И сами мандарины – это предвестники Нового года. Ну, тем более сейчас, насколько я знаю, это сезон. Сейчас самое время это закупаться мандаринами. Я очень люблю мандарины. А почему? Здесь вот вроде бы Якутск, казалось бы, нет фруктов и овощей. Но у наших ребят всегда есть свежие фрукты. Из Китая и Марокко, из Турции и Абхазии, а еще из ЮАР. Отсюда приезжают к нам в Якутию эти сладкие плоды, преодолевая тысячи километров, прежде чем попасть на наши столы. На популярной в Якутске оптовой базе на Труда-4 большой выбор мандаринов самых разных сортов. Опытный продавец Мухаммад Сидик знает толк в южном фрукте, как никто другой. Мандарины выбирают не глазами, а носом. Если взял и понюхал, пахнет Новым годом, значит, это наша партия. Сейчас самое время закупаться мандаринами, советуют торговцы. Ну, мандарины, ребята, неприхотливые. В холодильнике они хранятся, не теряя праздничного вкуса, 2-3 недели. А в комнатной температуре, ну, неделю, да. Лучше держать от батареи подальше их, потому что они быстрее теряют. Еще маленький лайфхак. Если мандарин держите в бумажной упаковке, то они свою сочность и вкусность держат дольше. А если хотите лакомиться мандаринами круглый год, то их можно спокойно выращивать у себя на подоконнике, как это делает хандыкчанка Надежда Иванова. Ничего сверхсложного в выращивании мандаринов нет, считает она. Было бы желание. Плоды на дереве очень ароматный, вкус совсем другой. Аромат на всю комнату и очень-очень много масел в них. Даже когда вы чистите, руки становятся очень влажные, жирные даже такие. Он и цветет, и спелые плоды, и маленькие подрастают на нем. Он все плодоносит круглый год. Мандариновый аромат, по словам экспертов, имеет сильный терапевтический эффект. Он наполняет нас радостью и счастьем. И не случайно в разных городах страны ежегодно проводятся соревнования по чистке мандаринов. Ох, какой запах стоит! А в Абхазии даже устанавливают мандариновую елку. В прошлом году ее высота составила рекордные 5 метров, а на ее создание ушло более 1,5 тонн сладкого фрукта. Ну а в этом году удивили казахстанцы. Там собрали огромный букет. Композиция в форме сердечка получилась настолько большой, что взрослый мужчина с трудом может удержать ее. И мы желаем вам в преддверии Нового года получить в подарок такой ароматный и сладкий букет. Правда, о нормах безопасного потребления советуем все же не забывать. Врачи советуют съедать в день не больше 3-4 штук. Туяра Филиппова, Нюргун Старостин, Якутск. В преддверии новогодних праздников традиционно, конечно, проходит всероссийская акция «Елка желаний». Ее цель – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И все, кто хочет совершить любой добрый поступок, смогут найти тех, кто нуждается в помощи, и исполнить их новогодние желания. Сегодня на эту интересную тему мы поговорим с руководителем проекта «Елка желаний». Это Самат Шамуратов и Ирхан Степанов, чья мечта уже исполнилась в этом году. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну и сразу первый, наверное, вопрос. Самат, расскажите, как вообще проект «Елка желаний» родился? В чем его главная, наверное, миссия? Ну, кроме, конечно, самой магии исполнения желаний. Ну, на самом деле, сам проект зародился, он очень давно. Первоначально, вот когда он начался, еще фактов нет, да, то есть очень долго искали, на самом деле, всю эту историю. Но сам проект «Елка желаний» зародился из проекта благотворительного фонда, получается, «Мечтай со мной». Это началось благодаря волонтерам из Татарстана в 2014 году. Вот. И в 2018 году проект присоединился к платформе «Россия – страна возможностей», что получило масштаб всероссийского. Ну а в 2023 году он стал одним из проектов «Движения первых» и стал масштабироваться уже практически во всех наших субъектах. Угу. Ну, вообще, на сегодняшний день, насколько масштабно это мероприятие, если мы будем говорить хотя бы вот о прошлом году? Сравнивая с прошлым годом, если говорить про цифры, то в 2023 году мы получили более 655 заявок, из них, которые нам удалось осуществить около 1/3. В прошлом сезоне мы получили более 800 заявок.
Но вот в этих заявках, то есть за одной заявкой стоит это не просто один ребенок, это может быть и несколько детей, а может быть и даже ребята из детских домов. Порядка более 300 детей получили свои заветные подарки. И один из них у нас сегодня в студии, да? Эрхан, расскажи, пожалуйста, о чем ты мечтал и как получилось, что все-таки твое желание сбылось? Когда я загадал желание встретиться с знаменитостью на елке желаний, я не знал, конечно, что она сбудется, но когда она сбылась, я был очень рад. Ну а как это все произошло? Ты где-то увидел, прочитал? Может быть, тебе кто-то подсказал написать записочку, да, или... Да, вот мы с мамой ехали на фонд, и там на фонде рассказали о этой акции. Мы сразу же решили написать, ну и поверить в чудо. Поверили в чудо? Умничка. Ну вот сейчас многие телезрители думают, интересно, а что за знаменитость? С кем тебе удалось встретиться? Мне удалось встретиться с российским певцом, с Хабибом. Вот так. Вот это тот самый Ягода-малинка, да? Да. Ну, и прям как ты встретился? Это было в Якутске или ты куда-то летал? Да, Вот. в Якутске было. В Триумфе на Мусустар. Вот, это было очень неожиданно. Меня отвели, я не знал, куда, конечно, было очень стеснительно, но потом, когда он пришел, у меня прям сердце разбежалось, я не знал, что говорить. Ну, как бы, когда прям мечта сбывается, наверное, это самая правильная реакция. Тем не менее, чтобы эта мечта исполнилась, понятно, как будто бы мечта мечтами не исполняется, все равно кто-то к этому руку прикладывает. Хотелось бы узнать, да, как вот эта мечта поступила к вам, да, сложно ли было договориться с самим исполнителем, как вообще подготовка к этой встрече проходила? Но закулисные моменты более подробно не буду говорить. На самом деле, те заявки, которые к нам поступают, особенно, так скажем, в организационном плане сложно реализуемые, здесь мы подключаемся и стараемся найти, так скажем, все моменты, все факторы, которые действительно помогли бы реализовать мечту данного ребенка. Да? К примеру, по Эрхану, Эрхан в заявочке был не один, у него была сестренка Каролина. Вот. По Каролине, в принципе, как таковой особой сложности не было. Здесь самый важный момент — это всегда держишь связь с родителями, просишь их не рассказывать детям ничего, потому что бывают какие-то моменты, где может что-то переиграться. К примеру, с Каролиной нам удалось, то есть выяснилось то, что она не умеет плавать, вот, и мы договорились с бассейном-самородком, с тренером, научить ее плавать. И буквально за 1,5 часа девочка научилась плавать. Вместе мы ходили, оба плавали. Он-то уже хорошо плавает. Вот. А вот с Каролинкой мы поработали, и через 1,5 часа она научилась плавать. Ну и вот здесь, наверное, сразу возникает вопрос, кто помогает вам? То есть это какие-то огромные организации, либо это может быть физлицо, может быть это какие-то сообщества, какие-то некоммерческие организации, или может быть кто-то уже сейчас готов помочь? На самом деле с каждым годом к нам присоединяется все больше и больше партнеров. Если говорить на примере самого Эрхана, нам помогли, значит, из Конгресс-центра Якутии и Эльга Уголь. Мы, на самом деле, искали вообще других известных личностей, но по определенным обстоятельствам некоторые не могли, да, по семейным обстоятельствам. И вот когда приближался срок уже, задумались, а вот если приезжает Хабиб, может к нему обратиться? И вот через партнеров мы обратились, они говорят, да, без проблем. То есть зачастую они могут, многие могут помочь, да, просто нужно скоординировать всех. И как-то взаимосвязь отработать. Да, на самом деле так и есть. Но, тем не менее, мы от частного к большему, да, перейдем. Все-таки статистика какая-то вот проекта «Елка желаний», есть ли она, да, сколько благодаря проекту удалось осуществить мечт, желаний? Ну, на протяжении, вот если говорить с момента самой реализации, да, буквально с 2018 года, там порядка более 300 желаний детей было исполнено. И более 1500 крупных компаний присоединилось. Вот. Ну, а про физические лица тут уже и это огромные цифры. К примеру, в прошлом сезоне большинство желаний детей исполняли жители из других регионов. То есть буквально, если я вижу заявочку одного ребенка, я вот ищу на него исполнителя, пока ищу людей,
А потом оказывается так, что эту заявку забрали уже другие люди. Я звоню, спрашиваю, говорит, а мы уже, говорит, заказали для него подарок. Да, вот здесь, Самат, необходимо отметить, да, как вообще происходит система отбора, подачи заявки, либо человек, кто хочет исполнить какую-то мечту, это все у нас федеральный проект. Да, все верно. Значит, доступность к исполнению заявок, желаний детей, она начинается у нас ежегодно по традиции после того, как дает старт Владимир Владимирович Путин на форуме «Мы вместе». Но мы ориентируемся, что это начнется уже со следующей недели. То есть любой желающий гражданин, это может быть будь то класс одноклассников, это будь то семья, либо трудовой коллектив, они могут зайти на сайт елкажеланий.рф, там процедура регистрации совершенно короткая, вводят номер телефона, на который отвечать не нужно, там последние 4 цифры, есть код подтверждения. И все, и они могут по фильтрации отобрать регион, населенный пункт, категории желаний. Все в зависимости от своих возможностей. И, соответственно, выбрать мечтателя. Все. После того, как они закрепляют за собой, они получают контактные данные, родители с ними созваниваются, договариваются в момент передачи. Ну, перейдем к счастливчику вновь, да, Эрхан? Вот давай все-таки вернемся к твоей такой, пускай хоть и коротенькой встрече, но со встречи с звездой. Удалось ли тебе поговорить о чем-то, задать вопросы, может быть, какие-то? Может быть, спели вместе? Да, мы спели, но из-за того, что я сильно переволновался, немного... Слова забыл? Да. Ну, ничего страшного, да? Главное же... Да, я ему передал, что сестра очень любит его. И любит его песни. Ну и вот, после того, как мечта сбылась, в этом году еще есть какие-то желания или все? Отдаешь возможность другим ребятишкам получить желаемое? Ну, есть одно желание. Я уже загадал. Я начал играть в футбол, так что хочу где-нибудь заниматься, не знаю. Вот так вот, да? Развиваться. И вновь ждешь акцию и будешь писать письмо вновь. Веришь в чудо? Здорово. Ну, вот, кстати, про исполнение желаний все-таки, да, мы всегда концентрируемся именно на моменте, что вот, да, случилось, вот волшебство там, и так далее. Но часто упускаем из виду тот момент, что такие события, они всегда что-то где-то внутри нас меняют. Ну, в лучшую, худшую сторону не суть важно, они что-то нас меняют. Вот вопрос, Эрхан, к тебе. Тебе вот эта встреча, это твое желание, какое-то одно из самых там заветных, оно исполнилось. Как-то на тебе это отразилось, само его исполнение, что да, вот оно случилось? Ну, во-первых, было очень классно. Я просто, когда мы уже уходили на сцену, до сих пор этот мандраж оставался. Себе я не верил, то что ничего, я встретил Хабиба, мне вот так вот все руки дрожали. Вот. До сих пор вспоминаю момент. Даже бывали иногда снились, что снова я с ним, снова стою, снова разговариваю, пою. Вот. Ну, то есть эти ощущения у тебя останутся, скорее всего, на всю жизнь, да? Вот как не просто новогоднее чудо, да, а как вот одно из самых ярких событий в твоей жизни, возможно, да? Но это здорово, даже сны снятся, понимаешь, и руки дрожат. Это ли не счастье, да? Счастье. А появилось ли вот мнение то, что, в принципе, невозможного в мире не существует? Да. Всегда такое есть. Есть выход из любой ситуации, есть... Если у вас есть желание, то вы идете к нему и добиваетесь. Золотые слова, Эрхан. Вот на такой замечательной ноте мы благодарим вас за то, что пришли к нам сегодня на эфир. Всем ребятишкам желаем, конечно же, мечтать, чтобы ваши мечты сбывались. Ну а нам, взрослым, остается лишь в этом немножечко, возможно, помочь. Поэтому присоединяемся к этой замечательной акции. Ну и параллельно слушаем новости от наших коллег из информационной службы. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. В этом году 1 декабря в 10:00 по якутскому времени по всей территории республики пройдет плановая комплексная проверка системы оповещения населения. Как сообщает пресс-служба Министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности, будет подан сигнал «Внимание всем» с помощью электросирены и уличных громкоговорителей, а также временной приостановки вещания на теле- и радиоканалах. Эти системы предназначены для своевременного информирования жителей АЧС. Граждан призывают сохранять спокойствие, сообщить родным о проверке.
В столице республики продолжаются профилактические мероприятия в рамках акции «Безопасный лед». Межведомственные патрульные группы проводят рейды в местах выезда на неокрепший лед. Главной целью является предотвращение происшествий с провалом автомобилей и их пассажиров под лед. Профилактическая работа и информирование водителя о правилах безопасного движения проводится ежедневно. На сегодняшний день по всей республике функционирует более десятка ледовых переправ, одной из которых является направление Хатас-Павловск. Хатас и Павловск уже открыты, потому что там большая часть пути проходит по островам, а по чистому льду там совсем небольшое расстояние. Поэтому там схватывается быстрее, плюс там проводятся работы по намораживанию льда, и тем самым уже можно, в принципе, ездить до 5 тонн спокойно. В первую очередь нужно учитывать расстояние безопасное, соблюдать безопасную скорость, смотреть на знаки, выбирать правильную полосу движения, ну и быть всегда внимательным. В Бердыгистяхе состоялось торжественное завершение юбилейных мероприятий, посвященных 125-летию со дня рождения выдающегося народного певца Семена Алексеева Устарабыса. Кульминацией этого значимого вечера стал долгожданная премьера лонхо-спектакля «Деберельдин Берген». Постановка, осуществленная актером театра Лонхо Владиславом Ивановым, была высоко оценена зрителями за мастерство актеров, сумевших захватить внимание публики. Художник-модельер Августина Филиппова внесла свой вклад, создав для актеров уникальные костюмы, дизайн которых глубоко отражал философию и содержание эпического произведения, придав спектаклю особую эстетическую ценность. Когда видишь внука автора Устарабыса в главных ролях, это обозначает, что от поколения в поколение передается на... Воспитатели детских садов воспитывают детям любовь к родной речи и миру Лонхо путем развивающих игр. Они представили разнообразные изделия по мотивам Лонхо в здании Смарт-библиотеки Якутска. Проект инициирует и реализует общественное образовательное объединение Татинского района. Все игрушки, созданные руками самих воспитателей, и развивают у подрастающего поколения не только речь на якутском языке, но и раскрывают интеллектуальные способности. Имеет большое значение в духовно-нравственном воспитании. Кроме того, на мероприятии дети и родители могли не только оценить изделия, но и принять участие в играх. Здесь более 200 педагогов у нас из 22 районов. Все педагоги дошкольного образовательного учреждения сегодня представили авторские игры Лонхо. Этот проект реализуется, целью которого является дети с раннего возраста, с дошкольного возраста. Они знакомятся с эпосом Лонхо, и целью которого является приобщение детей к культуре своего народа. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего. До встречи в эфире. Овны входят в декабрь с ощущением, что все наконец оживает, энергия растет, появляются силы действовать и менять. Неделя подталкивает к новому началу, будь то работа, отношения или идея, которую вы давно носите в себе. Главное, не спешите, вы способны на многое. Тельцы устали от неопределенности и хотят твердой почвы под ногами. Неделя подарит ее, если позволите себе отпустить контроль. Дела, наконец, выравниваются, и вы начинаете чувствовать уверенность в завтрашнем дне. В середине недели возможны полезные знакомства или возвращение старых связей. Близнецы снова в своем элементе. Мир вокруг движется быстро, и вы легко подстраиваетесь под его темп. Неделя обещает много событий, но среди них есть одно главное. Вы увидите, куда вам идти дальше. Появится человек или идея, которые вдохновят вас сильнее, чем вы ожидали. Неделя для раков начинается с легкой усталости, но к середине вы будто переродитесь. События развиваются неспешно, но в них есть скрытый смысл. Они учат вас выбирать не из страха, а из любви. Хорошее время для наведения порядка дома, в бумагах и в мыслях. А львы снова чувствуют себя в центре внимания, и это заслуженно. Солнце в Стрельце придает вам уверенность и щедрость, а жизнь будто снова аплодирует. Это время действий, выступлений, инициатив. Все, что вы начнете сейчас, принесет результаты ближе к концу зимы.
Девы входят в неделю как архитекторы. Вы хотите все рассчитать, уточнить и спланировать. И это верно. Но звезды советуют оставить немного места для чуда. Работа пойдет ровно, если не пытаться контролировать каждую деталь. Хорошее время для финансовых решений и улучшения бытовых условий. Весы снова чувствуют баланс, словно внутренние весы наконец выровнялись. Неделя благоприятна для переговоров, восстановления отношений и новых начинаний. Вы притягиваете гармонию, и это заметят. Ноябрь остался позади, а впереди свет. Скорпионы выходят из своего глубинного периода, и энергия начинает подниматься к поверхности. Это неделя силы, но не внешней, а внутренней, спокойной и зрелой. Вы способны ясно видеть, кто и что действительно важно. Финансовая неделя удачна, но не для риска. Если чувствуете, что пора проститься с прошлым, сделайте это. Стрельцы – это ваша неделя. Солнце в вашем знаке зажигает энергию обновления, и жизнь будто открывает двери. Вы полны идей, готовы к переменам и даже трудности воспринимаете как приключения. Хорошее время для начала проектов, поездок, встреч и заявлений о себе. Козероги вступают в декабрь с желанием строить, а не разрушать. Неделя обещает стабильность и уверенность, особенно в делах, где раньше был застой. Появится шанс исправить старую ошибку или завершить проект, который долго не двигался. Будьте внимательны к здоровью, телу тоже нужен отдых. Водолеи ощущают приближение больших перемен и внутри уже готовы к ним. Неделя полна идей, общения и неожиданных открытий. Будьте внимательны. Одна из новых встреч может стать судьбоносной. Хорошее время для публичных выступлений, учебы, коллективных дел. Рыбам жизнь становится понятнее. Люди ближе, а тревоги рассеиваются. Хорошее время для завершения дел и подведения итогов. Интуиция работает безошибочно, особенно в отношениях. Вы видите суть без слов. К концу недели может прийти вдохновение, которое станет началом чего-то большего – книги, проекта или нового этапа в жизни. Таким было утро понедельника. Мы не прощаемся. Говорим вам до новых встреч завтра в 7:00 на телеканале Якутия 24. Увидимся. Хорошего вам дня. До встречи.